Герой нашего сюжета Азамат Хананович Сырлыбаев возглавляет бухгалтерский отдел городского общества инвалидов. С профессией его связывает почти 40 лет трудового стажа. На протяжении всей своей деятельности Азамат Хананович ни разу не свернул с намеченной тропы. Между тем, очевидных предпосылок связать свою жизнь с финансами в юные годы для нашего героя как будто бы не существовало. Родился в простой семье в деревне Куиртау Баймакского района. Позднее, когда стал вопрос о поступлении мальчика в школу, семья приняла решение о переезде. Переехали в Баймак, там окончил среднюю школу, призвался в армию, полностью отслужить не получился. Через год я, получив инвалидность, вернулся. И вот здесь уже пришлось задуматься, кем дальше стать. Задача была. В детали несчастного случая, перевернувшего жизнь молодого парня, Азамат Хананович предпочитает не вдаваться. Важно, что рядом оказались родные и близкие. Именно они и помогли будущему финансисту определиться с выбором профессии. Герой признается, сам в то время и не знал, что в сущности представляет собой бухгалтерия. Тем не менее, удалось быстро освоиться в профессии и начать восхождение по карьерной лестнице. Поступил в экономический факультет, закончил удачно, даже скажем. Вернулся, начал работать бухгалтером. Сперва рядовым бухгалтером, потом потихоньку к росту пошел, там старшим бухгалтером. Занимал такие главные должности в основном. Это в Баймаке там проработал, в коммунальном хозяйстве, пока я не переехал в Сибай. С нашим городом Азамата Ханановича связывают самые счастливые и деятельные годы жизни. Построил семью, трудился, воспитал на примере собственной упорности 2 дочерей, которыми сегодня имеет все основания гордиться. Место главного бухгалтера Сибайского общества инвалидов занимает с 2011 года. Его высокие профессиональные и человеческие качества не остались незамеченными руководством общественной организации. Действительно, наша общественная организация является юридическим лицом. И, соответственно, своевременной подачей отчетности и в налоговой инспекции, и пенсионный фонд, и Башкирской республиканской организации, и администрации, и прослеживать всю поступление денежных средств в нашу общественную организацию, материальных ценностей. Это очень важно, и поэтому, когда есть надежный тыл, вот это бухгалтерия наша, и человек, который вот это исполняет на соответственно грамотном и профессиональном уровне, это, я считаю, самое важное. Проблемы людей, на решение которых направлена трудовая деятельность Азамата Ханановича, знакомы ему не понаслышке. Будучи финансистом по призванию, он привык мыслить строгими математическими категориями, предпочитает не вдаваться в излишнюю полемику и приводит свои наставления людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в сдержанной лаконичной форме. Тут надо упорство, наверное. Какой-то поставить цель и стараться добиваться этого. Но упорство главное. Если опустить рукава, можно вообще опуститься. Совсем недавно Азамат Хананович отметил 60-летний юбилей. Почтенный возраст, как комментирует ситуацию герой, не более чем круглая дата и абсолютно не мешает ему вести деятельный образ жизни. Сегодня работу в городском обществе инвалидов специалист совмещает с ведением бухгалтерии в еще одной частной организации и не планирует сбавлять рабочих темпов. На пенсии пока нет, пока возможность есть, буду подрабатывать. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.